Ассаламу алейкум. Приветствую вас всех еще раз. Продолжение, это часть 2, так скажем, про тех, кто мне пишет, что ты русских не любишь, что ли. Что ты так, живя в Москве, агрессивно к русским относишься. Ну вот, что я хочу сказать. Не ко всем русским же, это таким вот, как кто такие пропаганды больные русские, которые к нерусским неровно дышат, такие вот такие агрессивные русские, вот прям на нерусских, кто вот аллергия, которая у них. Вот я к таким русским, конечно, вот плохо отношусь. И есть же пословица такая: нет плохой нации, есть плохие люди. И в каждой нации есть свои твари, да, так скажем. Так что вот, я-то разговариваю с вами на каком языке? Разговариваю, вот, обращаюсь к вам на русском языке. Правильно? И этот язык, благодаря нам он развивается. Я чуть похвастаться хочу, да, вот. Сколько народов, вот, да, сколько вот людей на русском языке разговаривают. Это вот. А если я бы, к примеру, хотел бы, вот, давайте сравним мой язык и русский язык. И у кого сильный язык. Один пример сделаю такой. Если я начну на кыргызском языке разговаривать, то вы не поймете. А вас, русских, практически никто и не понимает. Только Россия вас только понимает. А мой язык, знаете, откуда начинается и где заканчивается? Мой язык начинается с Кипра до Китая, половина Китая, полушария. Индейцы даже на моем языке разговаривают. Индейцы. Я-то как-то одну передачу смотрел, как в Америке два профессора сидят, разговаривают. Один индеец, ну, они себя уже считают американцами, но они все-таки не забыли, что почем. И вот они друг с другом разговаривают. Им практически переводчика там не нужно было. Они прям конкретно, четко друг друга понимали. Просто у них там окончание другое. Вот. Практически весь мир, начиная даже вот с Америки, заканчивается там, я не знаю, практически весь мир, если я начну на кыргызском разговаривать, могут на меня люди смотреть и везде меня понимать. Вот так вот. Всем добра и мира.